Так, ребята, всем привет. Вот такой красавчик к ним сегодня заехал. Это у нас Honda Freed 2000, по-моему, 18 год или 17, точно не помню. Аппарат просто бомба на самом деле. Вот так у него двери открываются. Да, электро. У него даже кнопочки есть, там они открываются. У него тут подлокотники у заднего ряда. Сзади, походу, Ну, аппарат просто бомба, конечно. Ну, короче, приехал человек, не стал ждать, когда у него выйдет из строя выжимной подшипник. Пробег уже подходящий к выжимному за 100 тысяч километров, поэтому решил он его обслужить. По красоте сделаем сейчас аккуратно. Макс у нас все это делает аккуратненько. Никакие косы, ничего не сломает. Болты все хорошо закрутит, ничего не потеряет. О, как я начал говорить рифмой и стихами. Короче, тачка просто бомба. Сделать надо его очень предельно аккуратно. Сюда руки ни одного мастера еще не залазили. Ну, заебись. Вот, все как бы чистенько, и мотор чистенький, нормальный. Все. Машинка будет обслуживаться, скорее всего, у нас. Вот. Будем. Сейчас мы ему масла поменяем, жидкостя поменяем. Полностью. Обслужим робота. Выжимной перемажем. И все будет четенько. Короче, по плану у нас сегодня-завтра где-то примерно мы его, наверное, отремонтируем. Вот, обслужим. Машина в хороших руках, я так понял. Хозяин его очень сильно как бы это бережет. То есть Nissan Енот приехал к нам сегодня. Что, он вообще не едет, да? Ну. Давай, заталкивай. О. Тормози. Хорош. Все. И что с ним? Как он ехал? Что с ним случилось? Вот с утра зашел, автозапуск был у него. Ага. Захожу, он что-то начинает. Ты. Чувствуется, смотри это. Датчик загорелся. Ага. Уже не смотрю, мало. Литр долил, заказал. Ага. И все равно не заводится. Он заводится, но не едет. Сейчас давайте ошибочки посмотрим. А там видно будет, что с ним. Да, масло заменяете, да? Да? Да, меняем. И что сразу заменим? А что уровень у него? Ну, я литр долил вроде, нормальный уровень. Жрет масло? Я вот недавно купил. Ты тут убирался, чехольчик такой маленький видел? Куда он делся? Какой чехол? Ну-ка, раз. Ага. Видишь, когда уберешься, только ты знаешь, где что лежит. Вот. Что, как машина? Прикольная? Не знаю. Только со своими сюрпризами, да? Только я купил. Только купил? Ну, Здесь брать? 10, да. Деревянная такая. Вот такой Nissan Енот пригнали к нам с такой вот кучей ошибок, проблем. Сейчас будем делать диагностику. На. Блогеры мы. Интернет не засовывать. Конечно, засовываем. Зачем еще снимать-то? Ну, проблемы с машинами зато показываю. Так. А чё? Почему не ищет? Кей не видит ключ, да, получается? А ключик он где? Ага. Ой. Это Пандора, что ли, еще дополнительно, да, стоит? Может, у вас просто тупо сел батарейка здесь? Либо в Пандоре метка села.
либо в самом брелке. И он у вас перестал заводиться. Масло показывает. Че он потух? Он так и должен. Меткий говорил, что батарейка садится. Но. Че это получилось? Говорил? Да, вот Ну, это. значит, надо ее менять. Значит, из-за этого он у вас все эти проблемы-то и вылезли. И он вам... Блядь, из-за этой хрени. Да. Я вам говорю, А я, 100%. блядь, вообще не понимаю, как ее менять. Менять ее открываешь вот здесь Там вот. таблетка. Вот здесь вот есть такая штука вот тут. Вот. Вот она. Видите? Батарейка дохлая, скорее всего. И она гибридную систему нафиг послала. Без этой метки никуда не уедешь. Если потеряешь, все. Ух ты, блядь. Да. Машина даже не заведется. А если она и заведется, на передачу включишь Да? чуть-чуть и все. И она заблокируется. И- Пандору нахрен вырубайте здесь в Якутске. Она тут не нужна, эта сигнализация. Бля, она уже стояла. Ну она тут не нужна. Да? Она вас будет подводить постоянно. В самых таких местах, где, такой батарейки где не батарейку продают? не найдешь. Да? А? Не продают? Продают почему? В магазинах продают? Не, вы не продаете. Не, у нас нету. Че из-за... Да, Что-то из- мобилайзер, что ли? Из заметки, да, скорее всего. У меня вот это показываешь. Масло. Ну, так и будет показывать. Она потому что все блокирует, машина в ошибки уходит. Из-за этой хрени, да? Да, да. Смотри, там Сейчас ошибки сбросить, попробуем. Все пищит, бля. По двигателю все хорошо, типа пишет. Стрелял? Подушка безопасности стреляла? Сейчас попробуем ошибки все сбросить. безопасности ли? Ручки интересно. ЕВ ХЕФ. Ошибка неисправности. Сейчас будем смотреть. ТЦС. Все полностью, вся гирлянда. Моп для под безопасности, обрыв. Так. Ну вот это вот самая жесткая ошибка, которая тут есть. Он по высоковольтной батарее показывает проблему. Так, сейчас мы его что сделаем? Мы сейчас его вот так вот и распечатаем мы все это дело. Короче, сбросили мы ошибки на e-Power. Вот у нас сейчас идет зарядка. Дадим батареечку зарядить сейчас ему до полного. Во, уже обороты сбросил. Ну и сейчас, в принципе, масло поменяем в этой машине. Черное масло. Вот такая компоновка у нас Nissan e-Power. Машина прикольная, технологичная очень, между прочим. Ниссановцы молодцы, здорово тачку сделали. Но есть один минус большой, даже не один, а два. Эта тачка очень сильно напичкана электроникой. Второй момент. Доступа нету в двигателе вообще ни к чему. Ну, дроссель почистить проблем нету, да. Если что-то с помпой случится, тут надо всю морду разбирать. Бампер снимается, телевизор почти разбирается, короче. Здесь тоже ничего не сделаешь. Подлезть очень тяжело. Здесь машина, по сути, на уровне замены масла, замены фильтров. Больше здесь ничего толком не обслуживается. Стоит на нем литий-ионная батарейка, технология e-Power, как на Nissan Sirene тоже. То есть здесь двигатель только делается для того, чтобы просто как генератор все время заряжать батарейку. А так все время получается, ну, колеса, получается, они всегда работают от электромоторов. Вот такой вот у него, как бы концепция построения. Ну а так, что тут у него? По системе безопасности у него здесь ЧК безопасности находится здесь.
Батарейка у него тоже расположена между сидушками, вот эти две передние сидушки там. Аккумулятор находится у него в багажном отделении. Вот. В общем, вот такая вот машинка. Сейчас будем масло менять. Так, производим замену масла в двигателе E-Power. Ошибки сбросили. Вроде машинка работала, ожила. Сейчас масло будем менять. Зальем молибрина, черное масло. А, тут это. Этот что, снимать будем? Уже, наверное. Что это? Тепло же. А, Уже хватит. есть наверное. такая, да? Ну. А, вы еще не знали, есть или нет, да? Ну. Снимай, братан, ее уже. Она ну там вообще ничего нету, да? Брони нету, походу, вообще, да? Вон там что-то масляное какое-то пятно, смотри-ка. Вон там что-то хуярит как будто, да? Смотри. Насыться где-то, ну. Давай-ка посмотрим. Может быть... На YouTube заходи, кто Ну. друзьям расскажите. Всем рассказывай. Ключи. Че? Вон они. Ну. Включает передачу, все едет. А это которая выключается, когда тормоз нажимаешь? Ну. Блин, Всё. А? YouTube, гибрид центр Якутск. По-английски. О, бля, вот сейчас вообще охуенно, наверное. Ну. Джик едет по тихой, да? Вот у них вот хуйня то, что они, блядь, гибридки, когда на бензине начинают работать, Ага. ебать они шумные. Ну да, есть такое. У Аквы такая же хуйня. Едет, на бензин переключается, вот так нахуй. Погода сегодня вообще бомба. Да, Чё- погодка сегодня чётко. хорошая, но ветер холодный. Так, ребята, вот такой вот у нас красавчик заехал. Он у нас, кстати, первый раз. Вот такие машины заезжают у нас редко. Ну, приезжали только на диагностику у нас. 51-е кузова, 50-ки. Это у нас 51-е, да, по-моему, будка? Литионная батарея. Литионная батарея. Вот эти вот уже машины с батарейками никаких проблем особо не имеют. Батарея ходит по 500 тысяч километров. Единственное, что они боятся морозов, минус 35 где-то примерно начинаются. Нельзя эти тачки замораживать. Вообще, ни в коем случае. Ну а так, машина вот такая. Все по красоте у него здесь, конечно, вот это вот то, что подсветочка уже пошла. Коврики у тебя какие интересные, да? Они какие-то эти. Или это ты сам делал такие? А, это просто накидочки. Самодельная, но просто хорошо сделана. А, ну. Не, я просто вот эти шашечки знаю, что это японская культура, короче, у них есть своя там типа. Не, это вот у мужика был такой, ел ему. Ну. В общем, тачка вот такая. Ну, в принципе, комплектация, я так понял, обычная, да? Для 51-й будки. Не самый фарш. Ну да, предмаксимально. Предмаксимальная, ну. Ну, сейчас сделаем диагностику. Человек приехал на ЕГР. И как бы посмотрим, надо ему вообще ЕГР чистить или нет. Или пусть ездит спокойно так, не парится. Ну все. Так, подключаем сканер. У него проекция, да? На стекло. Да, да. Бля. Они, по-моему, люкаты еще есть. Панорамки. Панорамная крыша, ну. Машина интересная, конечно. Че, как едет она? Бодро, да? Да, вообще. Я вообще радостный. У меня до этого, видишь, был просто... Недавно ты? Ну, уже год, почти год с лишним, но до сих пор радуюсь. Да, хорошая машина. Если там не была, там наоборот не радовался, мне нравилось. Ну, видишь, надо заливать, Но да? он одинаковый сделал, то это. А, вот у тебя ошибка прям, она не уходит, короче, это проблема. Engine coolant, bypass, валвы циркует. Плохая циркуляция, говорит. Ну. В общем-то, машина модернизированная, конечно, в плане вот именно планетарной передачи.
батарейки. ЕГР здесь чистить не надо. Но ошибок больше может быть, потому что блоков у него больше. У него 50 с чем-то блоков. То есть эта машина навороченная по всем параметрам по электронике. Так вот. Датчики бывают у них что-то. Калибровки слетают иногда. У него же парктроники. Заново. Круговой, да. Он может даже, по-моему, у него автопарковка должна быть. Короче, ошибка P2681. Это у нас перепускной клапан системы охлаждения, обрыв цепи. Возможно, причина возникновения, советы устранения можно найти в каталоге. Так, ошибки, коды, полученные от прибора сканера, требуют правильной интерпретации. Так. Перепускной клапан системы охлаждения, обрыв цепи. Надо. В общем, перепускной клапан системы охлаждения мы нашли на этом приусе. У него с ним проблемы, надо его менять. Находится он вот здесь вот. То есть ничего, тут все просто, его открутил, закрутил, трубку подключил и все, в принципе. Надо будет пробовать его поменять. Больше проблем тут нету. По двигателю все в порядке. Мотор обычный 2ZR FXE, такой же модернизированный чуть-чуть. И все. Катушки у него другие, не как у Prius 30-го, тоже более мощные какие-то, модернизированные. А, это, да, 2ZR, вон номер у него выбит. Тачка прикольная. Клапан ЕГР у него не чистится. Мы его и сделали так, что он не обслуживаемый, в принципе. Он находится между инверторами, его тут вообще никак не открутишь. В принципе, все. Вот такой у нас Prius уезжает. 51-я будка. Нашли проблему с клапаном, перепускным клапаном системы охлаждения. Запчасть купит, поставим. Вид у него хороший. Ну да. Фридок. Заслонку открутили, заслонка была грязная. Что в бачках? Жидкость какая? О, мутная. Муть конкретная вообще. Поменяем. Ничего страшного. Здесь тормозуха у него. Тормозуха вроде на первый взгляд такая желтенькая, но нормальная вроде еще. Ходить может. Угу. Так, приехал к нам визелек вот такой, в общем-то. У него давно уже проблемы с бедной смесью, есть ошибки. Вот, пропуски по зажиганию в первом, четвертом цилиндре. Вот, пробовали мыть его химией со 109-кой. Это 2086 пробовали мыть, не помогает нифига. Вот. Сейчас будем делать вскрытие, уже форсунки будем доставать, снимать, будем пробовать их чистить на стенде. Ну, может будет замена. Сейчас посмотрим, в каком состоянии форсунки. Свечки будем посмотреть сейчас тоже. Свечки, может быть, вообще дело в свечах. Сейчас тоже первым делом свечки откручу. Посмотрим, что с пропусками вообще. Ну вот, ребята, смотрим мы форсунку. Вот она находится, форсунка эта. Вот место. Как бы зафиксировать, мне тяжело держать. Вот, видите, да, место вот это вот темное пятно. Это как раз вылазит форсунка. Вот, это место, оно очень сильно видно, что оно типа как кокс на нем. Ну, то есть там идет конкретно Из-за чего это может быть? нагар. Именно на форсуночке. Ну, из-за чего? Из-за бензина. Вот она вот в этом месте, да, она в этом месте воспламеняется. А так вообще состояние этих клапанов чистое. Чистенькие. Моторчик весь чистенький вообще. Четко. А вот форсунка подвела. Ну да, вот тут, Ну, немножко вот не нагарчик есть, это от нее все сыпется, да. То есть, когда сгорает, она неправильно смесь воспламеняет, получается. Она распыляется неправильно.
Ну, и то есть бензин говно еще. Бензин говно, да. Вот второй, это у нас первый цилиндр у нас выпендривается, и второй цилиндр, четвертый, да, цилиндр. Вот сейчас мы в четвертый пойдем смотреть. Пропуски у нас именно по вот этим По цилиндрам первому идут. и по По четвертому. первому и четвертому, да. Там, наверное, тоже все говно. Ну, блядь, другие тоже нам. Тоже поршень, смотри, какой чистый. Поршень чистенький, гладенький, все хорошо. Ну, такая же это. Смотрим, Нагар. Клапана, Клапана. тоже чистенькие. вот открытый клапан. А А вот, вот место, форсунка. место, где форсунка, да, вот она. Вот она. Вот она, форсунка прямого впрыска, смотри. Это вообще. Вот она находится. Вот ее даже видно, смотри, дырочки, видишь? Да. Конечно. они. Засрала ее, конечно, да, сильно. Да, очень плохо засрала. Не очень хорошо. По идее, эту камеру сгорания надо чистить этим Валерой. Валеркой? Валерой, да, надо его, по идее, почистить. И форсунки вытаскивать, мыть их на стенде и пробовать. В принципе, можно попробовать отмыть. Ну, это. их промыть надо. Но Да. они отмоются. Но наверное. не факт, что они Да отмоются. мне кажется, они отмоются легко. Ну, давай попробуем. Что делать? По-любому. Давай, снимай. Сейчас коллектор впускной. Все, Все, снимаем. выключаем. Че, Максон, что скажешь по Фриду? Что-то он тебя калит, я смотрю, да? Сложно? Не откручивайся. Что именно? Ты хули? А, это который балка, да? Ну и... Присохший, жестко. А так что, есть сложности с этой машиной? А он другой, чем Фит и Везель? По своей этой. Есть Сборки, что ли? особенности, есть, но Да нет, в принципе. все то же самое, да? Ну, почти, только немного, я говорю, побольше собрано. М. Рейка, 3 болта. Знаешь, один болт у него вот здесь посередине, нахуй. А, Ни подхода, ни отхода, ни открута, нахуй, не откручивается. ну. Понятно. Вот сегодня Вот вроде- этот болт на коробке. Мгм. Кирилл у нас разбирает сегодня визелька, учится потихонечку. Ничего, скоро будешь разбирать, как не знаю что. Какие сложности какие? Никаких. Нету. Буду смотреть. М. Вот. Вот так вот сняли Рамки рамки. достали. Ну, не Эй, до- ну не форсунки, а рамку добрались. форсуночные. Вот они форсуночки. Мы затыкали впуск, чтобы туда ничего не уронить, Да. чтобы там ничего не было. В общем. Ну и джазовцем туда тыкнули, чтобы всякую лишнюю грязь вымыть. Бензинчиком пахнет. Вот важный момент. Видишь, как вот эти вот стоят посадочные? Вот эти вот. Угу. Они вот так же должны стоять потом в следующий раз. Ну их, наверное, тяжело хуево поставить. Можно перепутать. Они каждая должна быть? Мгм. Один- Теперь, Они разные, что ли? вот теперь форсунки самая жопа вытащить. Вот так вот, смотри, делаешь. Как крутишь ее вот так вот чуть-чуть. Мгм. Крутишь, чтобы она легко заходила. Она сейчас там, понял, да? Ну, закоксована. Сука, ебать. Да, плотно сидят, хорошо, бля. Вот, вышла. Эх, Смотри, Вот что так. творится. Смотри, ебать, она грязная. Ну, вот это все. О, что чё упало. ты уебал? Ой-ой-ой. Вот, нагар какой жесткий прям. Подожди, не тормошь. Сейчас мы их отмоем. Форсунки все. Сказать надо. Пусть тут лежит пока что. Эти сюда. Итак, все форсы сейчас надо будет вытащить. О, это вообще не ходит. Где же они будут работать нормально, если они такие забитые? Это, Нагара там много. это все наш бензин. Якутский хуёвый. Мгм. Заправщикам надо предъявить. Ну хотя, может, это предыдущий хозяин какой-то с бочки лил там у кого-то вот в гараже. Вот тоже, видишь? Тоже непонятно. Да нет, почему? 95-й сюда лили. До этого. Везель на 98-м должен быть. Мгм. Ну, у нас в Якутске на 98-м, потому что у нас нету нормального 95-го.
именно Там Вик- все равно не хватает Викутск. этих. Там че 95, че 92 одинаковые, блядь. По сути. тяжело выходят форсунки. Не фокусируется, падла. В общем, тут такой хороший, прям нагар. Стружка даже какая-то. Прям ее забил его черш. Ну, сейчас попробуем их помыть в ультразвуковой ванночке. Без открытия импульсов будем это делать. Ну, сначала их надо вот помыть так. Грязи очень много. Вот этот вот аппарат будет помогать нам это делать. Будем пробовать реанимировать эти форсунки. Реанимация форсунок. Только на канале Дюби. Подписывайтесь на канал. Лайки ставьте. Где наш супер аппарат, которым мы очень редко пользуемся. Ну, да решили движок покрасить. Чё? Заебись. Спортивный будет. Ультра клининг. Ну, пусть стоит. Запускаем процесс. Так. Грязь умывать. Ты же им это доставал. Там болтики. Я мог только сюда куда-нибудь положить. А вот. Зарядки мало. 9%. Ну, зарядим. Ну, видишь, оттуда аж вылетает. Форсы. Именно в том месте. Это нам и надо. Вот, видишь, полезла грязь. В натуре краской пахнет. Блядь, аж стреляет. А в четвертом она не будет стрелять. Она забьет, а потом пробка выстрелит, наверное. Там завтра. Проверяем форсунки. Распыл при холостом ходу. Вот эта форсунка не очень бьет.
максимально 3 бара дал и... даже 8 получается. Килограмм. 8 килограмм давит сейчас. Сейчас пройдем все тесты. Тут есть тест на производительность форсунки, на распыл, на его утечку. Сейчас все это будем проходить. Сейчас проходит медиум спид-тест. Вот эта форсунка больше всех льет. Вот эти более слабые. Это что-то сильно льет прям. Да, она вон насколько налила больше, чем вот эти. Вот это вообще сильно льет. Вот это прям... Вот это она льет, переливает, она много да. льет. Но... Вот эти вот 3 хорошие прям. Давай даже еще раз прогоним. Ну давай другой тест. 4-й тест. High speed тест, самый максимальный. На больших. Посмотри, ты даже по струе видишь. Да, она по струе прям она льет прям. Это так. А эти так себе, да. И она, смотри, у нее распыл кривой какой. И первый? Вот у этой. И четвертый? Ага. И четвертый наоборот все ровно. Это первый кривой. Ну вот в сторону вот так стрелять. Да? Ага. Может, Этот цвет, Может не быть. так должно. Не, ну смотри какой. Вот эти 3 одинаково льют, смотри. Первая, вторая по 10 миллиграмм, смотри. А это уже, смотри, 15 налила. Она уже к 20-ке Не, подходит. вот это самая хуевая, она вообще Ну, мало. она, да, она плохо льет. Вот эти две одинаковые, Да. это много, это мало. Это мы, да. Вот эти 2 форсунки более-менее, я так понимаю, живые. А эти, они мертвые. Менять надо. Я думаю, не надо рисковать, надо менять этот комплект. Надо вот эти хорошие отсечь, потом просто их отдать на всякий случай, да? Ну вот, получается, смотри сколько, это налила 20, почти 27, да. Это налила меньше 20-ки. Это вообще 12. Это вообще 12. Ну так. они все, короче, Ну ебутся. вот эти одинаковые, ну эти более-менее ровно работают. Да. А вот эти вот 4 и 1 прям. Короче, не очень, да. Тест не проходят они Одна нормально. переливает, другая А вот не это что, ну-ка доливает. посмотрим. При оборотах, да. Раскалил, крутит. До 5000, да. До 5700. Угу. Опять 500. Угу. Ну давайте, 6-й тест. Холостой оборот идет. 750 РПМ. Ну она, дизель на таких оборотах не работает, она на 1200 работает всегда. Гибрид. Да. Гибрид везде по 1200. Повышенный. Работает. Все равно вот эта форсунка льет вообще жестко прям. Поменять надо. Да, их А надо. эти отдать Да. кому-нибудь. Ну, хозяину желательно. И мы сейчас тест на утечке будем проходить скоро. Мы на него дойдем. Какая-то из них, мне кажется, бежит. Мы это сейчас выявим. Вот, по-моему. А, вот она. Если капля польется, хоть одна. Вон, смотри, капля, видишь? Четвертый собирает. Смотри, вон она, да. Она пропускает. Форсунка. Да, она пропускает. А вон капля, видишь, какая на ней набирается? Это уже она пропускает. Вот она капелька. Вот она и переливает. Вот она и переливает, да. А это... А эти вот, Это не вот это доливает. тоже, смотри, вон капля. Вон она пропускает. Что это получается? 3 подземные. Ну вот эти нормальные. Это однозначно под замену. Вот эта Ну форсунка. так это нормально, потому что она не доливает. Это тоже. Вон она, смотри, пропуск пошел. На 8 барах. А вот эти живые вроде бы как. Как будто бы. Да. Ну короче, форсунки тест не прошли. То есть Только они только под замену. Тут набираться стал, а нет.
пропустил. 8-й тест. Ну она даже у нее распыл, факел распыла, смотри какой. Широкий, большой. Широкий, ага. Да уж. Ну короче, форсы под замену. Однозначно. Но вот это хорошая. Угу. Вторая. А третья, четвертая вопрос. Хотя третья вроде бы нормальная. А первая не доливает, четвертая переливает. Две поменять и все. Ну да. По факту да, они нормальные. Ну вот, ребята, вот форсунки не прошли тест. Одна прошла, получается. Получается, вот это вот у нас не прошла тест по утечкам, вот это тоже не прошла тест по утечкам. Это сильно льет, это не доливает, вот это более-менее среди самая живая вторая. Но они вдвоем одинаково работают. Но вот Да, вот она когда, пропускала. когда программа HDS показывает пропуски по зажиганию, вот примерно у вас вот такая история у визелей, у джейдов, у всех вот этих, которые с высокими форсунками, высокого давления, они вот все вот показывают эти примерно, да, результаты. То есть мы сейчас конкретно вам показали, что происходит с вашими визелями, с нашим, когда вы льете, ну, наш бензин якутский, и неважно, какая это будет заправка. Конечно, на 98-м бензине это все сокращается в разы, ну, то есть это меньше происходит, наверное, скорее всего. Ну, тут неизвестно вообще. Присадок как добавляет, получается, заправочная станция. Мне кажется, у нашего бензина у всех... Я тоже так думаю, да. Одинаковые. То есть вывод такой, что нету в Якутске хорошего бензина если вообще. мерить, они одинаковые. 92 95 не делают. Так что все это фигня. То есть вывод такой, что иной раз вот, если совсем ничего не помогает автохимия, вот та же самая 2086 мы пробовали мыть, да? В принципе, она там ни хера бы не отмыла. Вот прикинь, карт-клинером, да, моешь, не можешь отмыть. Да, джизоксом не можем отмыть. А 2086, ну, видать, когда не запущенные случаи, она отмывает, помогает еще более-менее пробить форсунки. Это начальная. Да, а когда вот такой уже запущенный когда случай... нагар уже такой прям, они там Да, да. пластинками там такими Да, прилипшими. да, да. Вот Ну, такая тут уже история. его, конечно, Поэтому вымывать только надо, вот да. съем форсунок и его замена. Сейчас уже они работали, получается, как? Почему они так получились, что они в разнобой стали бить? Потому что они были по-разному забиты. Факел распыла, давление высокого, ну, насос высокого давления пытается пробить эту сеточку форсунку. выбрал. Да. А он, получается, больше обратно, будет. да, как-то это делает. И он, получается, все время в натяжении это делает. То есть он не может пробить, да? И поэтому форсунки по-разному как бы выработались. У них есть выработка уже, все конкретно. Короче, откачали мы камеру сгорания, все это дерьмо там. Вот. Ну сколько у нас всякой шляпы там вышло. Вот это все. Давай банку просто тупо сейчас возьмем 3-литровую и сольем, покажем людям. Ну вон какая-то Сколько там всякого шлака, ё-моё, мы откачали. Нет, воронку надо, что ли? прям сильно черный. Сейчас, подождите. Вон воронку дай. Какую? Не вижу. Вижу. Подарок подарим хозяйке этому автомобиля. Вот она. Сколько мы там всякого шляпа. Да все карт-клинеры, промывка, Валера. Валера, джизок и карбюратор. А Что там тут только не было в карбюратор, этой камере сгорания, короче. О, так ее съела, конечно, она поэтому и не хочет. а? Вот. Это то... Песком. Ну-ка, подснять внутрь. Эту хуйню-ка дай-ка. Ну вот, там осталось еще это. Она поэтому не выдувает, видишь, тут Шляпа. должна быть вот эта штука одета быть. Песок именно. Да. Такой. Прям хороший. Ну это нагар конкретно. Да, сильный. Какая банка. Кокс. Вот это мы вытаскивали на. Вымывали Валерой и джизоксом. Вот. Да, жесть. Ну вот у
нас готовый результат. Почистили камеру сгорания. Поршень. Блядь, поршень. Клапан. Вот, этот прям чистый, смотри. Да. Прям чистенький. 4. Первый, конечно, чуть-чуть погрязнее, а вот 4 прям чистенький. А эти? Проверяли мы? 3, 4. Ну ты, я не помню, вроде залазил. Смотреть. Тут тоже нагар присутствует. Второй цилиндр. 4 прям чистый получился. Выяснилось, что девушка ездила на эту дорогу весны, буквально без маски. Почему? Потому что весной ей поменяли вот этот сальник на привод, который идет. Да, жесть, конечно. С этой стороны правый сальник нормальный. Не могу посмотреть. Вот клапана, но это все чистится. Вот. Ну тут прям, бля, грязный остался. Грязный остался. Но его, может, помоем еще, попробуем чуть-чуть. Ну, сейчас. Карбик. Больше его отъела, но карбик еще попробую загнать. Это второй же, да? Угу. Ну, давай, заводи доску. Вот столько дерьма, ребята, приходится отмывать. Вот. Камера сгорания. Дико грязная просто. Фонарик надо включить. У нас фонарик есть обычно? Ну, студент не может болтик попасть, короче. Ну а блядь, долбоёбы. Кто-то ебется нахуй. Ебаный Хондес. Какой 3 часа? 5 минут, блядь. 5 минут прошло. Вот. Вот он там, на месте. На месте? Все, убираю указку. Ну вот, помыли мы весь впуск, короче. Камеру сгорания. Сейчас устанавливаем. Коллектор. Сейчас будем запускать. Ну, впуск сильно почистили, конечно, вообще. То есть сейчас можно даже посмотреть, какой... Давай сейчас покажем еще раз последний. Вот такая у нас камера сгорания получилась. Более-менее чистая. Ну, что смогли, то отмыли. Как бы Джизокс здесь работал. И карбик. Клинер, да. Ну вот уже клапан хоть начал. Видно, что это клапан. Вот еще вот эта вот грязь там осталась. Она потом... Выдуть можно? Не, она прогорит. Она сейчас прогорит. Ага. Вот тоже. Клапана вот такие уже чистые стали. Смотри-ка. У этого фонарик хороший. Блять, был бы какой-нибудь маленький пылесос, больше не надо. На. С щеткой сразу. Давай керхером туда. Ну это лучше, чем что было. Там вообще было пиздец. Нагара было очень много. Ну что, поставили мы новые форсунки. Отмыли мы пуск, все собрали. Дроссель. Сейчас будем заводить, первый запуск делать на новых форсунках. На новых. На абсолютно новых На форсунках. прочищенный двигатель. Все вот эту с камеру сгорания, потому что мы, блядь, дерьмо это. Ну вот целая банка реально вот этого всего. Еще сколько повылетало. Отмыли. Впуск очень был грязный. Есть, конечно, моменты, которые отмыть не получилось. Ну есть. Но это ничего страшного. Тут только Демиксит возьмет. Тут уже не миксит. Валера не знает. Так, ну что, заводимся. Вот столько дерьма. Сейчас со впуска полетит. Давай, открывай ворота. Ну. Вот столько вот всякой копоти. Все это сейчас повылетает. Нагар. Тачку сейчас выгоним, маленько погазовать надо будет. Сейчас сканер подключим, посмотрим, что с ним. А? Че? Все, поехали. О, нифига там сколько в лафриде в этом было, да?
Да, жизнь. Вот это да. Нифига себе. Жестоко. Ебать, все сюда пришло. А? Ну все, везель у нас адаптируется, стоит. Сейчас скоро будем отдавать хозяйке. Пропусков по зажиганию уже по минимуму. Вот стоит, обучается у нас визелек. Ну, что у нас тут? Тем временем мы достали подшипник с фита. С фита говорю. С Фрида. Ну что, подшипник у нас сухой, да? Ну, наверное, сухой. Сейчас достанем, посмотрим. Ну сухой он, ага. Ну он еще более-менее еще в живом состоянии приехал. Ну то есть когда надо. Ну он сухой, гудрон. Уже такой уже, высохший совсем. Ну, вовремя приехал. То есть как надо приехал. Еще выработки совсем никакой нет. Выработки пока нету. Сейчас помоем. Все дело промажем. И будет нормально. Да. Вот это вот молодец. Правильно приехал вовремя, да? Сепаратор не сломанный, да? Все хорошо. Подшипник в хорошем состоянии. Ну, люфт есть. Люфт немножко, да, совсем? Ну, нормальный он вообще. Как новый подшипник. Сейчас мы его смажем, и все будет замечательно. Так что Фрид будет ездить. Тачку мы запустили. Заново калибруем дроссельную заслонку. Коэффициент заедания уронил на 0. Дроссель почистили. Ну и как бы это само. Сейчас будем смотреть, что у нас произойдет. По пропускам у нас уже практически нету. Вот. 1, 2 и все. Ну это нормально для Хонды. У всех почти такая картина. Очень мало машин, которые вообще без пропусков по зажиганию. Это связано много с чем. Там, с коробкой может быть еще. Вот, с этим свечки, да. Свечки, свечки китайские здесь стоят, да. Не очень хорошие. Ну а так, в принципе, нормально. Зазор у них разный. Отношение топлива. Сейчас посмотрим. Какое у нас топливо-воздух. Отношение топлива-воздух. Смотри, нормальное уже. 14,7. Ну, чуть падает, прыгает. Достали подшипник. Очень хорошо успели приехать. Ни люфтов, ничего нету. Подшипник был сухой. Ну, там покажу, видео есть. Сейчас мы его смажем, поставим, и будет нормально все. Новые свежие масла зальем. Сцепление тоже. Жидкость поменяем. Будет ходить Фрид. Ну вот, смазали мы подшипник. Вообще шума никакого нету. Тишина, да? Макс набил его кастролом. Смазочка хорошая. Вот такую смазку забили. Я его на герметичность проверил. Кастрол LMX. Доработал его до такой степени, что... Специальная смазка для подшипников. Она вот такая зелененькая. Короче, нормально, да? До такой степени его задрочил, он начал... Да? Проститут. Хорошо ходить стал, да? Ну, вообще отлично. Но он же не ходил, да? Он плохо ходил. Ну, грязный, ну, Ага. Ну ладно, что. Будем ставить. Я думаю, вообще ж Фрида скоро вашего сделаем, четкий будет. Втыкаем уже корзину. Коробка в нормальном состоянии. Сальники никакие не текут. Все хорошо. Итак, сделали Фрида. Обслужили выжимной подшипник. Вот. Приступаем к калибровкам. Ждем, когда у нас актуатор накачается. Заканчивай, да? Все. Все. Накачался. Долго накачивал. А жидкости же налил полный же.
Что-то уже минут, наверное, 7 муфта только прокачивается. Долго очень качает. Почему, непонятно. Но будем ждать, что должен прокачаться. Это очень долго прокачивается фрит. Бачки актуатора что-то плохо качают. О, вот сейчас прошел, по-моему. Да, вот сейчас все, он наполнился. Да, все, прокачался. Ну что-то долго. У него что-то с актуаторами, братан. Масло черное, пиздец. Да? Не, ну у него Он говорил, что она у него подпинывается. А подпинываться она может из-за актуаторов. Запросто. Потому что подшипник-то у него в хорошем состоянии был. Сухой, конечно, был. Но и пинаться он из-за него не должен был, по идее, никак. Вообще. Сейчас как другое пройдет он. Опорное значение. А пинка не было сейчас. Мягонько так включил. Тык-тык. Хорошо это. Посмотрим сейчас. Третьего раза у нас фрит накачал бачки актуаторов. Сейчас проходим последний пункт калибровки. И у нас все как бы замечательно. То есть на этом автомобиле стоит оригинальный подшипник. Мы его просто обучили. Ну и как бы перемазали его, все как бы проверили. Сальники у него нигде не бегут, все хорошо. Машина в хорошем состоянии. Дроссель был грязный, сейчас почистили, жидкостя все поменяли. Ну и все, в принципе, будем отдавать хозяину сейчас скоро. Сейчас пройдем калибровочку и все. Завершающий этап. Сейчас обучим дроссельную заслоночку. Ну и все, в принципе, будем отдавать автомобиль. Работает все четко. Шумов никаких посторонних нету. Все уже мягонько работает. Сейчас еще калибранем его в динамике. И вообще пушка-бомба будет. Ой. Блогер. Буду. Подержите камеру. Просто держать, да? Да, просто подержать ноутбук. Сейчас поедем, сделаем калибровочку. Так, ништяк. Так, никаких проблем не было, да? Не, вообще нормально. Ну, сложная машина. Сложнее, конечно, тяжелее все делается, чем в обычном фите или даже везеле. Он такой неудобный фрит. Что сделали потихоньку.
общем, дал руль хозяину, сейчас сам проедет, протестирует. Посмотрим, что скажет. А это он что пикает, типа? Не знаю. Впервые такой слышу. Кто пикает вообще? Ну это этот ищет навигатор. А, навигатор. Мгм. Или регистратор. Вот он же пикает. А он не снимает. Видеорегистратор, да. Чувак перестал. Ну потом разберетесь. Он всегда так подтягивает? Вроде ничего не чувствовали. Ну так же, как ездил, да? Но. Вроде как так и было, наверное. Но переключается он мягко. Да, получается мягко. Хорошо переключается. Вы на нем как ездите? Немножко бывает скоростнее, да? Ну как типа подинамичнее ездите, стараетесь или нормально? Да не, нормально. Нормально? Вот так не топает. Флешку, видать, форматнуть надо. А все, да? Интересно. Активировать его надо было, походу. Но он же сейчас только запищал буквально. Он у меня-то выехал, я тоже не пищал же, все нормально было. Ну, едет хорошо. Ну, раскатается сейчас еще. Надеюсь, привыкнет. Ну, привыкнет, ага. Ну, нормально, дроссель мы обучили, все сделали вообще четко. Так-то классная машина, кайфовая. Тут не проедет. Вот такой вот. Тут все написано. Какие работы были произведены, по каким пробегам это было сделано. Это какие пробеги снова надо сделать. Ну тут я сделал, ну сам робот надо будет механизм обслужить через 80 тысяч километров, 80, если он и доживет. Надо будет посмотреть, потому что мы не знаем, второй раз можно, нет, так делать. Ну то бишь он выработку-то все равно вырабатывается. И возможно, что на вторую перемазку он уже не доживет. Ну практика покажет, пока что непонятно. Ну вот эти вот все не пренебрегайте, делайте. Масло замену, в актуаторах жидкость каждый год меняйте. Лучше, потому что она жидкость гидроскопичная, это обычная жидкость тормозная, и она влагу вся впитывает, поэтому как бы надо по идее менять почаще, ну раз в год хотя бы. Вот. Еще у вас по машине надо будет поменять жидкость тормозную в самом АБС блоке, она уже черная. Да. Да, ее тоже походу с завода там никто не менял, но если даже меняли, то на большом, ну пробег большой от этого, она темная уже, короче. Ну, чуть попозже можете это сделать. Так, в принципе, по машине все хорошо. По ходовой части Макс посмотрел, тоже шаровые, все целое, все нормально, короче. Все
Сальники все полностью целые, ничего у вас не текет, не бежит, все хорошо тоже. Мгм. Так, Хорошо. все, в Так, принципе. гарантия есть, да? Да, конечно. Ну, если что-то у вас там завтра, грубо говоря, приедете, будем разбираться. Ну, я думаю, все будет нормально.